Здравствуйте! Сегодня мы продолжим выпуск о молодых ученых Тувы. Совет молодых ученых нашей республики начал свою деятельность с 2008 года. Как все начиналось, расскажет научный сотрудник Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов СОУРАН Григорий Мангуш. Григорий также является исполнительным директором Ассоциации инженеров Республики Тыва и лучшим молодым ученым города Кызыла 2019 года по направлению технические науки. Когда я начал работать в 2007 году здесь инженером-следом ТИКОПР-СОРАН, в 2008-2009 году где-то был образован Совет молодых ученых и специалистов Республики Тыва при правительстве нашей республики. И тогда была председателем Кан Валерия Сергеевна. Заместителями ее были, как сказать, председатели Совета молодых ученых ТИКОПР-СОРАН, это Сая Тадар Александрович, и председатель Совета молодых ученых университета. Совет был создан для того, чтобы поднимать престиж науки, рассказывать о молодых ученых, способствовать взаимодействию нашей местного самоуправления органов и науки, и молодых ученых, решать проблемы, какие должны, может быть, возникать у молодых ученых, например, жилищные. Да? А также Совет молодых ученых всегда проводили, так сказать, выездные школы молодого ученого для школьников, в районы ездили, рассказывали о своих научных результатах, каждый в своей области, конечно. После 35 люди взрослели, у них своя работа, и возникали некоторые паузы в работе Совета молодых ученых. В 2016 году я предложил, тогда была заместителем министра образования Сайзана Тову Сергеевна. Она нас всегда поддерживала, всех нас собирала. И основной костяк всегда был это Совета молодых ученых университета, ТИКОПРа и Тувинского института гуманитарно-прикладных исследований. Я предложил создать объединенный совет всех СМУСов и создать интернет-портал для молодых ученых, где мы будем рассказывать о своих научных достижениях, о самих молодых ученых. Сайт был создан, мы начали заполнять, создали страничку ВКонтакте «Союз молодых ученых». Рассказывали в этих, как сказать, социальных сетях про молодых ученых, про их работу, как называется, научная популяризация. Популяризация вообще в науке в целом в Туве, что есть такие отдельные маленькие достижения, о которых нужно тоже знать населению. 3 года подряд мы провели этот конкурс «Лучший молодой ученый». И на самом деле очень много заявок с университета, с ТИКПИ, ТИКОПРа. И в этих результатах очень много таких научных результатов, которые мы тоже выкладываем в нашем социальном страничке ВКонтакте «Молодые ученые Тувы». У нас в нашем ТИКОПРе очень такое направление – это экология, экономика, геология, математика и химия. Есть очень много геологов, которые открывают новые месторождения драгоценных металлов, которые можно уже добывать. И даже несколько месторождений вошли в разработку индивидуального плана развития, стратегии социально-экономического развития Республики Тыва. И очень много выпущено работ по изучению фауны. Изучили молодые ученые наши, кстати, растения, почвы. Тоже очень хорошие результаты, которые публикуются в научных журналах, индексируемых в международных базах. Web of Science, Scopus. Все результаты, конечно же, внедряются в наших, например, экономисты, да, всегда участвуют в этих разработках экономики, которые Министерство экономики разрабатывает, да. И наши ученые всегда преподают
в университете. Это тоже большой вклад в науку. Например, естественников у нас в основном нету таких для быстрого анализа. Это научное оборудование, которое стоит миллионами. Это в Красноярском научном центре, Кемерово научном центре. Есть такие центры коллективной пользы, которые пользуются все научные сотрудники этого города. Мы всегда тоже туда отправляем, но заплатно. И не всегда у нас, конечно, есть финансирование. И мы вот по несколько месяцев и годами собираем эти наши пробы. Они лежат, и очень тормозит продвижение нашей науки. Президент Российской Федерации год науки, и мы ждем все очень финансирования, вливания в науку в республике и по всей России. Потому что без, возможно, какие-нибудь хоздоговорные договора, финансирования, заказа, да, именно для ученых. Обновление научного оборудования очень большой вклад будет. С 2009 года Григорий занимается фундаментальными исследованиями в области углехимии и разработкой технологий непрерывного пиролиза тувинских углей с целью получения углеродных материалов широкого применения, таких как бытовое топливо, сорбенты, кокс и другое, а также исследованиями в области возобновляемых источников энергии, в частности солнечной энергии. Также герой нашей программы является обладателем научных и общественных грантов в своих областях исследования. После института ушел в армию. После армии я пришел почему-то именно в Тикопр, и меня взяли вначале инженером, инженер-исследователем. Я вначале работал по сфере компьютерной технологии, обслуживал интернет. Дальше я почему-то ушел в научную именно по углям, потому что непосредственно мой руководитель занимался этой тематикой, и он всегда мне давал задания. И делая эксперименты, я уже увлекся этим углем и дальше начал сам работать. За 12 лет я работал в основном по тематике, это глубокая переработка угля. Это значит, что мы из угля можем получать не только тепло, энергию и другие, как сказать, химические продукты. Это, сейчас в промышленности в основном это кокс получает, а попутно еще есть каменноугольная смола, из которой в химической промышленности очень много можно получать продукты, применимые в жизни. Это там резина, различные смолы, различные масла. Синтез-газ даже дальше можно использовать в обычных горелках. Сорбенты для очистки сточных вод. Очень много применений. Результаты всегда они, как сказать, рекомендуемые. А внедрение в промышленность это очень тоже, как сказать, другой вопрос. Это прикладные исследования. И этим можно заниматься очень долго. Даже в Кузбассе, сорбенты Кузбасса, только выпустили в 2017 году недавно, а они занимаются этим уже углями уже порядка последние 50 лет. В Туве у нас в основном это энергетическое применение, это в основном ТЭЦ, частные дома, котлы, просто сжигаем. Как такое применение даже обогатительных процессов нет у нас в республике. В основном углехимия это занимается наш институт, некоторые сотрудники Тувинского университета. Сажа это уже самая большая наша проблема, отдельный вопрос. Наша сажа это мелкодисперсный углерод, на котором очень много примесей. И они в основном исходят из летучих веществ, которые конденсируются в воздухе и оседают на поверхности. В любом угле есть свой летучие вещества, выход летучих веществ и свой процент конденсируемых углей, газов в смысле. Этот вопрос мы сейчас изучаем, и, возможно, до зимы мы доклад сделаем, обнародуем и расскажем про все наши угли, доступные, например, Балахтинский, в чем разность, Аршановский привозят мэрия города Кызыла и наши все месторождения.
сравнительный анализ такой. Брикетированный уголь, он улучшает сгораемость угля именно в печах, потому что там очень много процессов при изготовлении брикета. Это измельчение, укрупнение кусков. Это способствует полному сгоранию угля. Это уменьшает выбросы. Совместно работаем с научными сотрудниками Института угля и углехимии, это Кемерово, и сотрудники Института химии и химического материаловедения. Химические технологии, СОРАМ тоже, Красноярский научный центр. В основном они нам делают такой высококвалифицированный анализ содержания твердых, летучих и жидкообразных продуктов из улей. На основе этих анализов мы делаем интерпретацию и делаем какие-то выводы. Да. Солнечные батареи – это был отдельный проект на площадке молодежного форума «Команда Тувы-2030». Я предложил устанавливать солнечные батареи для участников губернаторского проекта «Костар для молодой семьи». Проект тогда поддержали на сумму 150 тысяч, и мы в течение года мониторили, пришли к выводу, что на самом деле они очень рентабельны и улучшают жизнь на Чабанской стоянке. И дальше мы пошли внедрять. Через Министерство сельского хозяйства были внедрены более 200 станций. Это для участников губернаторского проекта. Ко мне всегда обращаются, когда у них что-то сгорает. Я занимаюсь гарантийным, постгарантийным обслуживанием. И до сих пор все станции работают. В зимнее время мощность солнечной батареи падает 4-5 раз. Это примерно, если киловатт вырабатывалось, то это за день может 200 ватт. Потому что там очень короткие дни, пасмурные дни. Когда уже есть холодильник, то это уже любая станция солнечная там, она не потянет. А другие от февраля до сентября холодильник работает бесперебойно. В планах это есть микрогэсы, которые на любой речке можно запустить и получать электроэнергию. В других регионах, конечно, есть, они уже работают, только разнообразно изобретено разными людьми. Как говорил великий французский философ, успехи науки – это дело времени и смелости ума. Наука помогает нам улучшать жизнь. В свою очередь, ученым также необходимы современные оборудованные лаборатории и другие инструменты для исследований. В год науки и технологий в России мы надеемся, что и наши ученые добьются высоких результатов в своих областях деятельности. На этом я с вами прощаюсь. Берегите себя.